Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. И сегодня у нас в гостях заместитель командира полка «Башкортостан» по военно-политической работе. Участник СВО с 2023 года. Майор Александр Мельченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, еще 3 дня назад вы были на СВО. Ну да, фактически так. Как там ребята? Да ничего, стараются. Мы все стараемся. Настрой боевой? Конечно, конечно. Духом не падаем. Наверное, большой список Куштанача попросили, чтобы привезли. Попросили, да. Привезете? Обязательно. В Уфу вы приехали по очень сложному вопросу. Вместе с советником главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими Аликом Камалетдиновым и другими бойцами вы привезли в Республику Башкортостан нашего героя Ильдара Суфиярова, героя России. Больше года его не могли найти, а вот сейчас нашли. Вы знаете, удивительная история на самом деле. В ней было задействовано несколько ключевых ребят. Самый интересный момент, что, оказывается, с нашим героем был один выживший в его последнем бою, которого взяли в плен и который пробыл в плену больше 15 месяцев. Он показал не только точное место, он даже сказал, как он лежит, в какой позе. Но для вас это было дело чести. Это наш долг был, в первую очередь, долг перед семьей, естественно, долг перед республикой, долг перед Россией. То есть это очень редко бывает такое, что есть звание героя посмертно, а тела нет. И похоронили нашего героя России с почестями, как и подобает настоящему герою. Да, безусловно. Здесь, конечно, вовлеченность главы республики, я так понимаю, большую роль сыграла. Он сам прибыл на похороны, сказал слово, скажем так, прощальное нашему герою, за что ему большое спасибо. Ну и семья, родные, близкие, наконец-то похоронили нашего героя. Да, мы с ними также на следующий день виделись. Я ездил к маме нашего героя, к его супруге. С сыном многое времени провели, пообщались. Замечательный парень, очень похож на своего отца. А каким он был? Он был удивительный человек. Он был очень кроткий, спокойный, степенный, ответственный. Берег своих ребят. На службе он даже никогда голоса не повышал. То есть его ребята уважали, его подчиненные, и выполняли, собственно говоря, то, что он от них требует, но он их всегда очень сильно берег. Вот история Ильдара Суфиярова, это как раз вот действительно, можно сказать, мы своих не бросаем. Да. Большое спасибо за то, что вы вернули нашего героя. Вы знаете, за это спасибо не говорят. Почему? Потому что это был наш долг. В первую очередь я ответил то же самое также и членам семьи Ильдара. Мы должны были это сделать. Мы это сделали. Вы были одним из тех, кто стоял у истоков формирования полка «Башкортостан», причем еще на этапе боевого слаживания. Если сравнить вот тех новобранцев с теми, в кого они превратились сейчас, многое поменялось. Это ведь и аграрии, и врачи, и учителя, люди разных профессий. Поменялось, конечно же, поменялось многое. Поменялись ребята. Мы научились воевать. Мы воюем достойно. Наш полк является одним из самых эффективных на том направлении, где мы выполняем боевые задачи. И у нас вырос каждый, понимаете. Это же не только пехотинец-боец, это связист, это танкист, это, не знаю, водитель подвоза боеприпасов там, и так далее. То есть это общее дело. И каждый, скажем так, из наших воинов, они заметно выросли. То есть несмотря на то, что некоторые из них вообще раньше не служили в армии, но они себя очень эффективно показывают. Вам наверняка часто приходится вручать награды нашим военнослужащим. Как это происходит? Радуются ребята? Гордость это, наверное. Безусловно, безусловно, ребята радуются. Всегда приятно получать награды. Чаще вручаю я, поскольку командир, понятное дело, у нас очень занят. Начальник штаба тоже не всегда может выехать в подразделение. А я один из тех замов, который часто передвигается, скажем так, из одного района сосредоточения в другой, там, где находятся наши ребята. Я сразу заранее предупреждаю, что такой-то день могу прибыть. А как узнаете о подвигах бойцов? Чаще же эти все наградные проходят через меня, в том числе по согласованию. И либо со слов, либо с бумаги все это видно, так вот скажем. Ну и наверняка неоднократно Радий Фаритович, глава Республики Башкортостан, сам приезжал к вам в расположение и лично вручал награды. Вот как это воспринимают потом ребята? Какими эмоциями делятся? Ну, вы знаете, они
во-первых, переживают, когда они накануне знают, что должен кто-то приехать, и не могут понять, кто. Ведь Это же, готовитесь. да, это же большой, скажем так, тайне всегда приезд главы республики. Мы сами об этом узнаем буквально там в последние часы. Вот. Ну и, соответственно, когда они видят, что перед ними стоит глава республики... Вот на экране. Да, как раз вот он не так давно к нам приезжал. Это как раз момент награждения. То есть вот мы выбрали 10 лучших ребят, скажем, самых достойных. Вот, и он лично вручал эти награды. Они все очень потом хотят с ним сфотографироваться, долго не отстают. Ради Фаридович всегда в эти моменты задают вопросы какие-то. Может быть, есть какого-то проблемного характера, какую-то помощь, если необходимо, оказать родственникам, ну и так далее. То есть быстренько все это фиксируется и потом отрабатывается. Вы взяли позывной в честь одной из гор в Красноярском крае. Почему? Борус. Все правильно, все правильно. Меня все спрашивают, что это за позывной у тебя непонятный. Ну, поскольку я с юга Сибири родом, вот, у нас также есть горы, Саянские горы, достаточно высокие. И Борус – это одна из вершин. Мне показалось, что стоит выбрать такой позывной, чтобы он мне помогал. А часто удается побывать дома за время отпуска? Ну, смотря, 2 раза в год получается выезжать, естественно, и, к матери всегда приезжаю. То есть она у меня как раз с юга Сибири. Постоянно приезжаю к отцу, к матери, повидать. Они же тоже скучают. Вы сказали, что у вас в Уфе больше друзей, чем у себя на родине. Хотя в Башкортостане вы первый раз побывали в 2025 году в феврале. Да, вы знаете, здесь у меня, ребят, очень много друзей. И гораздо больше теперь, чем дома. Вот. Я уж подумаю, может быть, и правда стоит в дальнейшем свою судьбу связать с Башкирией, скажем так. Поэтому, загад не бывает богат. Время покажет. Мы будем только рады. Приезжайте вместе с семьей. Спасибо. И оставайтесь. Ради Фаридович предлагал, когда приезжал к нам, сказал, говорит, переезжайте в Башкирию. Говорит, у нас хороший регион. Вот. Климат немножко помягче и получше, нежели у вас, более суровый. Вообще, да, у вас здорово. Я здесь себя чувствую среди друзей, как дома, так вот скажем. Но если возвращаться к теме СВО, то наш полк Башкортостан в составе 25-й армии, пожалуй, один из самых эффективных, если не самый. Самый? Самый? Самый. Это однозначно так. Нас всегда отмечали в лучшую сторону при выполнении боевых задач. Но это же все просто на самом деле оценить. А в чем вот именно вот то самое лучшее, так сказать, в нашем полку Башкортостан? Может быть, это техника, выучка? Люди. Воюем мы с людьми в любом случае. То есть я не раз повторял, повторюсь еще раз. Сыны Башкирии очень достойные воины. Видимо, действительно, это уже в генотипе. То есть потомки Салавата Юлаева, генерала Шаймуратова сдаваться не умеют, идут только вперед. Вот здесь на кадрах у нас ремрота полка Башкортостан и командир с позывным «Демон». На позициях они создали целое производство. Это и дроны, это и комплектующие для оружия. Всего хватает. Вы знаете, да, конечно, разительно сейчас отличается ситуация от того, как она была даже еще в 23-м году. Поймите, эта война не стоит на месте. Она поменялась уже трижды, пока мы там находимся. И специфика ведения боя постоянно меняется. Это динамичный такой процесс получается. Вот. И да, сейчас разительно отличается картина от того, как было еще в 23-м году. Всего хватает. Ну, а если говорить про информационную войну, и вы как замполит наверняка тоже здесь свою роль играете немалую, что здесь изменилось? Мало человека научить держать оружие, мало его научить стрелять, мало научить его передвигаться правильным образом. Одна из важнейших целей – это сохранить его боевую устойчивость. То есть создать такие условия, при которых его морально-психологическое состояние будет находиться на уровне, позволяющем выполнять боевые задачи. Какие задачи сейчас выполняет полк Башкортостан? В первую очередь мы расширяем наш успех. Мы зачищаем определенные населенные пункты, которые находятся по нашему направлению. Говорить я не буду, но сам факт, мы успешно эти задачи выполняем. То есть мы воюем уже не только по лесополкам, скажем так, мы уже и воюем в том числе и в городе, в селах, населенных пунктах, которые там имеются. Вы очень много мотаетесь по подразделениям полка Башкортостан. А с чем приходится сталкиваться? С проблемами людей, которые приходится решать. Что-то касается выплат, что-то касается членов семьи и так далее. То есть обращаются люди
ко мне больше обращаются, потому что, ну, мне по должности положено, как говорится, ребят, где-то защищать, оберегать и отстаивать, скажем так. Идут с разными проблемами. У кого-то, допустим, в семье что-то случилось, ему нужно срочно поехать в отпуск. Ну и вот мы быстренько разбираемся в этой ситуации, стараемся отреагировать как можно быстрее. Ну, как я уже сказал, боевая устойчивость – это моя основная работа, которую я должен выполнять. У вас награды медаль Суворова. Медаль за воинскую доблесть первой и второй степеней, медаль генерала Шеймуратова, медаль ЛНР за боевые отличия. Вот такой у нас замполит. А вам ведь приходится, несмотря на ваши задачи, бывать на линии боевого соприкосновения. И даже был момент, когда прилетел дрон, и вас, и вашего водителя ранило. Было у меня трижды я в таких ситуациях был, когда меня ранило. И вот одно из последних ранений как раз-таки было на День космонавтики 12 апреля этого года. Да, действительно, на FPV дрон противника поразил тот транспорт, на котором мы ехали, УАЗ-Патриот. Чудом выжили. Почему? Потому что кумулятивная струя прошла между нашими сиденьями над моим плечом и, собственно говоря, под ногой, скажем так, моего водителя. Как говорят, на войне нет, в окопе нет атеиста. Вот здесь, наверное, просто Господь решил, что мы еще должны послужить. А мы верим в нашу общую победу. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Сегодня у нас в гостях был заместитель командира полка Башкортостан по военно-политической работе майор Александр Мельченко. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.